Симанко! С вами Центр белорусской солидарности, и это «Речь Посполитая», программа для тех, кто интересуется польским языком или был вынужден начать его изучение. Сегодня у меня в гостях Paulina. Классный гость. Paulina, расскажи что-нибудь о себе. Cześć, jestem Paulina i dziś jako typowa Polka będę reagować na białoruskie wideomemy. Paulina будет смотреть самые яркие видосики, мемы о Беларуси. Посмотрим на ее реакцию. Ну, это же всегда интересно, как реагируют иностранцы на всю дичь, которая происходит в нашей стране. Не, я вообще не хотел бастовать, это хлопотное дельце. Ну, как бы надо поддержать своих, поэтому я бы стал бастовать, если бы они тоже бастовали. Ну и что хотите сказать другим гражданам? Какие-то, может, рекомендации дать? Стоит вот выходить, чтобы быть задержанным? Я считаю, что надо бросать курить, чем я собираюсь заняться в ближайшие 15 суток, и бегать по утрам по полчаса, причем не так трусой, а серьезно гонять как бы во всю мощь. Вот. Co ty myślisz o tym? Myślę, że jest to recepta na dobry dzień, na dobre samopoczucie, lepsza niż jeżdżenie na traktorze, jak to Łukaszenka niedawno rekomendował na koronawirusa. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты селедку ее там с рыбой. Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Много говорим об этом раздельном питании. Ну никто же этим не занимается. Я же не говорю, что это дорого. Есть надо только свои продукты. Ни в коем случае не надо эти иностранные все. Это не для нашего организма. И вот таким образом, не совершенствуя себя, не занимаясь спортом, травим себя чем попало. Amen. Paulina, как у вас в Польше с этим? Вы Słuchaj, едите картошку с U nas мясом? w Polsce jest bardzo popularny zwyczaj, mianowicie każdy z nas, gdy był małym dzieckiem i nie chciał zjeść obiadku, słyszał od mamy, taty, babci, dziadka, cioci, to zjedz mięsko, a zostaw ziemniaczki. A widzę, że wasz prezydent troszeczkę inaczej rozumuje jakieś standardy żywieniowe. No słuchaj, mięso drożeje, podobno produkcja mięsa szkodzi środowisku, więc tutaj macie bardzo ekologicznego i postępowego prezydenta. В общем, совет не так уж плох. Wzór do naśladowania po prostu. А co propos z Ледиком? Картошечка или мяско или селедочка все-таки? Картошечка. No, trzeba się zapytać, czy to też jest lokalny produkt, tak? Paulina, следующее видео – это участник Беларуси на Евровидении. Я думаю, тебе это видео должно очень понравиться. Юра Демидович серьезен не по годам. В числе любимых исполнителей называют Паваротти и Каруза. По субботам устраивает маме выходной и сам убирает квартиру. Однако время от времени темперамент дает о себе знать. И тогда ему по полной программе достается от мамы за непослушание. Дремучем лесу среди пик голубых и волшебных цветов. Ну просто живет... Co oni dali temu dziecku? Gdzie są jego rodzice? Что бы вы думали? Волшебный кролик! Волшебный кролик! Волшебный кролик рисует меланолик, на скрипке играет, по маме скучает.
Ну, расскажи о своих впечатлениях от этого рок-хита белорусского детского Евровидения. Gdyby teraz na Eurowizji też były takie występy, to bym ją nawet oglądała. To jest absolutny hit. Uważam, że to jest najbardziej złoty utwór białoruskiej muzyki. Macie wspaniałe zespoły, macie Lapisa, macie Dajdarogu, ale to jest... Walsiebny Królik jest po prostu złoty. Tylko tak się zastanawiam, dlaczego ten chłopiec ma cały czas takie oczy. Bardzo zaskakujący utwór, bardzo złożony. Это наверняка останется загадкой белорусской эстрады. Следующее наше видео – это совсем недавний хит Елена Желудок. Тут ручаи, jak ruszniki i tańczą dziełki u karakolcy. Mazalistые руки, ячмень расте и жито родить. Гудуцля сыпали гудять, невычерпальное богатие. Ну просто рай, не дать, не взять, и як зоветься, это счастье. Щучинщина, 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 щучинщина. Щучинщина, 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 щучинщина. No, są żubry. Я треба мне краев других, тут жить найлепшая награда. Назви вёсак, щаслив, Гурнофим, желудок и ляды, ляды, ляды. Щучинщина, 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 щучинщина. Щучинщина, щучинщина, щучин. Как тебе суперхит Елены Желудок? Он очень успешен был в Беларуси, просто почти 1 000 000 просмотров. Pani Jelena jest bardzo charyzmatyczną osobą. Ma ogromny dystans do siebie. Я знаю, что... Na koncert bym poszła. Я No знаю, i что... powiem tak, mnie do przyjazdu na Białoruś na przykład zachęciła. Dużo bardziej niż piękne zdjęcia jakichś kościołów, cerkwi, placy, miast, wszystkiego. To tutaj dzieło zostało wykonane. Да, Щучинщина находится в Гродненской области, поэтому ты туда можешь спокойно без визы приехать. Я знаю... Nawet po tym filmie. Да, конечно. Я знаю, у вас есть прекрасный город Szczebrzeszyn. Szybrzeszyn. Так. Każdy go zna, ale prawie nikt tam nie był. Следующее видео – это интервью Юрия Дудя с Нехтой. Смотрим прекрасных польских гусаров. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто говорит по-русски? Я говорю, что Можем с вами пообщаться? можно. Мне интересно, а что вы тут делаете? Ну что, я поддерживаю Лукашенко и Владимира Владимировича Путина. Как вас зовут? Moment, jesteś na mojej imprezie. Dobra. Facet przyszedł, niech się przedstawi kim Tak, ty вообще кто? Я Юрий, я журналист из России. Я уже с вами. А ты Юрий? Да, у меня такой же флаг на руке, он у вас в руке, а он у меня... Twarz tego pana jest jakaś znajoma. Нет, расскажите. Posłuchaj, my za Łukaszenką, Так, my za Putinem. To musisz to wiedzieć. Jesteśmy polskimi narodowcami, ty rozbierasz po polskiej. Нет, я говорю... Послушай, мы польские националисты. Мы тут пришли, потому что это бурдель. Знаешь, что это бурдель? Бордель вы имеете в виду? Бордель, да. Так, почему? Посмотри. Почему? Посмотри. Бурдель. Это... Я тебе объясню. Они организовали тоже Майдан. Они организовали события в Казахстане. Момент. Они все это организовали. Юрий. В Казахстане? Да. Nie uzgodnili wersji? Они получают в США чисто деньги из биржи на Уолл-стрит. И там есть очень много конгрессов. Конгрессе американских людей, которые поддерживают Белсат лично. Так. Они связаны.
Госдеп занимается этим. Это доказано политологом. Ага. Извините, что это за символ у вас? Что это за череп под орлом? Нравится тебе? Нет, я спрашиваю. А спрашивают, я тебе скажу. В 1920 году в Польше была такая кавалерийская кавалерийский полк, он называется Хузаров смерти. Гусары смерти. Ага. И это молодцы, бойцы, Да. хорошие. Потому мы Понятно. традиция. А почему вы поддерживаете Лукашенко? Объясню тебе. Потому что он закончится тем же самым, таким ужасом, как на Украине сегодня. Ага. Где очень-очень бедно люди живут, и уже практически американские базы. А вы видели, как... Вы верите, что Лукашенко выиграл выборы честно? Верим, да. Я тебе больше скажу. «Голос» и «Зубр», это же оппозиция, говорит, что он не получил минимум 61% голосов. Угу. Вы видели, что происходило на улицах Минска? Да, я знаю, что это провоцировали. Сначала напугали милицию и внутренние войска. Я это точно знаю, потому что я слежу за этим очень А серьезно. кто кого провоцировал? Извне, люди извне. Из них и другие, которые с Белсатом связаны. Так, Напрямую. Что ты думаешь об этих прекрасных польских кавалеристах? Кто эти люди? No to ci mityczni polscy nacjonaliści, którzy wspierają Łukaszenkę. А как ты думаешь, много симпатий к Лукашенко есть вообще в W Польше? Polsce? Nie, co ty? Znaczy, wiesz co, na pewno się znajdą jakieś wyjątki, aczkolwiek tego typu wyjątki się znajdą wszędzie, którzy stwierdzą, że Łukaszenko gwarantem spokoju, bla 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 bla, ale no ja osobiście tego typu wypowiedzi widywałam tylko w internecie i to też bardzo, bardzo rzadko. Osobiście nie znam nikogo, kto nazwałby Łukaszenkę gwarantem jakiejś spokojności, stabilizacji. Generalnie, gdy były te protesty u was po tych wyborach zeszłorocznych, to jednak był taki w Polsce wybuch takiego powszechnego poparcia dla was, dla waszych protestów, dla waszej walki o uczciwe wybory, więc ci panowie tutaj w ogóle ja chcę też zwrócić uwagę, jak to jest zagrane przez nich pięknie. Tutaj ten pan z jakiegoś obozu skautów normalnie jakby się urwał. Ten po prawej przypomina mi troszeczkę z aparycji zbrodniarza wojennego, znanego ze słynnego na YouTubie filmiku z okresu wojny w byłej Jugosławii. I no, bardzo mi się podobało, jak nie mogli ustalić wspólnej wersji.